Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Все идет по плану. Перед началом отопительного сезона проведено более 50% подготовительных работ. Дешевое и экологичное топливо. В Ленске модернизирует автозаправочную станцию. Сохраним лес. В республике посадят более 10 тысяч саженцев деревьев. Юбилейный купол. В Якутске состоялось открытие презентационного центра республики. Динозавры возвращаются. Наши коллеги расскажут о нынешней судьбе парка доисторических животных. Около 30 миллионов рублей направлено на ремонт социальных объектов в Верхоянском районе. Восстановительные работы на месте продолжаются. В эти дни также идет доставка строительных материалов на вертолете Ми-26 МЧС России, прибывший в Якутию по заявке главы республики Айсена Николаева. Всего осталось выполнить 2 рейса. Напомним, что в результате дождевого паводка в Верхоянском районе пострадали 18 социальных объектов, в том числе 15 школ и детских садов, где восстановительные работы должны быть завершены до 1 сентября. Специалисты водоканала промыли и провели дезинфекцию почти 108 километров магистральных сетей в столице республики, что составляет 96% от их общей протяженности. На время работ необходима длительная остановка подачи воды, в связи с чем специалисты работают ночью в будние дни. До завершения подготовки к отопительному сезону водоканалу осталось промыть последние 4 километра сетей. На этой неделе организация дезинфицировала магистрали, доставляющие воду до 75-го и 112-го кварталов микрорайона «Птицефабрика», а также в дома, расположенные по Сергеляхскому шоссе. Работники горного филиала «Якутскэнерго» в этом году провели работы на электролинии между Кировским и Маганинскими наслегами. Проведенная еще в 90-е годы прошлого века электролиния недостаточно стабильно обеспечивала снабжением электроэнергии данные населенные пункты. На участке, где порядка 400 опор, электромонтеры заменили около 90 штук. На работы были привлечены вся спецтехника горного филиала «Якутскэнерго» и 40 работников. Это электромонтеры, мастеры, водители. Использовали энерголес для этих целей, привезенный скажем, с района Алдана, со стороны Алдана. Так. И также в этом году в Беди-Истяхе проводим ремонт по ВЛ-6 киловатт линии ферма по замене также опор и по замене голого провода до алюминиевого на самонесущий изолированный провод. Бетонные пасынки мы используем в основном по работам по техприсоединению, по новым объектам. Будь то это жилые дома или социальные какие-то объекты. Более 50% подготовительных работ проведено перед началом отопительного сезона. На станции Якутской ГРЭС проходят ремонтные работы. Выполнен капитальный ремонт газотурбинной установки номер 8. О том, как идет подготовка и о ходе строительства подстанции в Мархе, расскажет Светлана Амосова. Якутская ГРЭС является одной из стратегически важных объектов. За работой мощнейшего оборудования следят сотни сотрудников. В данный момент работает ГТУ 3, 4, 7, 8. Следим за параметрами, за частотой, напряжением и мощностью. Дмитрий Петранкин работает в должности начальника смены электрического цеха 8-й год. Он управляет технологическим процессом производства электроэнергии. Сложная работа, долго учился на данную должность. Перед должностью начальника смены цеха надо пройти много ступеней. Очень интересная работа, нравится мне. В Якутской ГРЭС подготовка к осенне-зимнему периоду началась еще в марте. В целом она состоит из 4 крупных блоков, куда входит техническое обслуживание всех систем, проведение противоаварийных тренировок. Непосредственно ремонты, которые проводятся у нас на станции. По ремонтам у нас проведено уже 1 капитальный ремонт ГТУ-8 и идет капитальный ремонт ГТУ-2. Но можно сказать, что больше половины выполнено. Осталось у нас только испытания провести в сентябре по работе с оборудования на аварийном топливе. И все, в принципе, станция будет готова. Ремонтная программа «Якутскэнерго» на этот год сформирована в объеме около 2,5 миллиардов рублей. Между тем, в Мархе строится энергообъект, который позволит разгрузить центры питания в нескольких микрорайонах Якутска и пригорода.
Строительство подстанции в поселке Марха было начато в 2020 году. Его мощность составляет более 30 тысяч мегавольт-ампер. Это одна из самых крупнейших подстанций, которая будет снабжать также Жатай и Тулагино-Кильдямский наслег. К подстанции будет вести и новая высоковольтная линия, возведение которой также сейчас в активной фазе строительства. Более того, появится возможность для технологического присоединения новых заявителей, частных домов, объектов социальной сферы и предпринимательства. Один из крупных потребителей существующих – это круглогодичный тепличный комплекс «Аюри», по которому мы тоже будем ряд мероприятий по реконструкции производить, с тем, чтобы обеспечить ту потребную нагрузку, которая требуется при выходе тепличного комплекса на проектную мощность. И, конечно, это мощности Жатайской судоюрты, которые вот тоже планируются к завершению строительства к 2024 году. Действующая подстанция Марха будет модернизирована и переведена на класс напряжения с 6 до 10 киловольт. Работы по вводу планируется завершить к концу ноября текущего года. Светлана Амосова, Семен Семенов, Якутск. Вторая на Дальнем Востоке многотопливная автозаправочная станция строится в Ленске. Теперь ленчане смогут заправляться природным газом, который в разы дешевле традиционных видов топлива. Правительство республики планирует до 30 года ввести в эксплуатацию 40 газозаправочных станций. Для этих целей предусмотрено возмещение 90% затрат на установку газобаллонного оборудования. Пока перепрофилирует свои автозаправки только Саханефтегазсбыт. В Ленске под модернизацию попала самая крупная АЗС номер 48. В два этапа сейчас, 2 смены, люди работают круглосуточно, без остановки. Идут работы по бетонированию под подземные резервуары, бетонирование лотков по кабельным трассам, по трубопроводу. Ну и параллельно идут работы внутри здания. Также начинаются работы по фасаду здания. В принципе, это вторая многотопливная заправка по Дальнему Востоку. Первая была в том году открыта в городе Якутске, тоже в нашем филиале. Представители ОНФ тем временем совершили поездку по федеральной автодороге Колыма. Заезд прошел в рамках проекта «Убитые дороги». При этом отмечается, что это не первая поездка ОНФ по Колыме. Так, участники проекта отметили положительный рост по линии ремонта и строительству дорожного полотна, а также повышенную скорость преодоления трассы. К примеру, если в 2012 и в 2017 году поездка длилась 4 дня, то теперь на дорогу уходит 3. Напомним, участков федеральной трассы протяженностью 1152 километра. С 2018 года находится в ведении управления дорог «Вилюй». При этом всего с 2018 по 2021 год управлением было введено в эксплуатацию более 229 километров автодороги. У нас там написано, мы там убитые дороги, здесь дороги недостроенные. Вот их надо достраивать, доделывать, потому что это несет важные экономические эффекты и для страны, ну и вообще очень важно для тех людей, которые здесь живут. Мы так ввели подсчет, сколько грузовых машин есть, сколько легковых. Видим, что бизнес очень активно работает на этой дороге. Ну, значит, это важно для развития региона. В Якутске прошла пресс-конференция по вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности. Организаторами мероприятия выступил экологический центр компании «Алроса». Напомним, экоцентр алмаз-добытчиков начал свою деятельность в 2018 году. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Экологический центр реализует программу мероприятий, рассчитанную до 2023 года. В нее входят мониторинг и научно-исследовательская деятельность, а главная функция – не допустить угрозы экологической безопасности окружающей среды и оперативно пресекать любые нарушения работы объектов компании. При этом особое внимание уделяется водоемам. Только за прошлый год сотрудниками экологического центра сделаны заборы воды на более чем 800 точках различных природных сред. Но спектр деятельности касается многих аспектов, не только производственно-экологического мониторинга, но и научно-исследовательской работы. Это в том числе и касающиеся животного мира, да, и ихтиофауны. Компания выбрала для себя такие, скажем так, наверное, основные виды. Это вот все, что касается дикого северного оленя. У нас такая большая программа идет. У нас точно так же были выпуски пеледи и ряпушки, но это не только Вилюйское водохранилие. Ряпушку мы выпускали в том числе и в реку Лена. Мы выпускали
фестиваль ЧИР и СИГ в Рио, то есть впервые был выпущен, то есть там 3000 мальков СИГа в реку Вилюй. Иными словами, была проделана по-настоящему колоссальная работа в части сохранения биоразнообразия водных ресурсов Якутии. Уделяется внимание и самым острым вопросам. Известно, что «Алроса» активно участвует в тушении пожаров. И здесь экологический центр не отстает и берется за изучение воздействия пожаров на окружающую среду. Мы понимаем, что пожары произошли сегодня, а последствия этих пожаров мы разгребаем в экологическом повестке, да, еще последующие несколько лет. И как следствие мы хотим получить от института в том числе рекомендации, а что делать в данном случае. А работа у нас это рассчитана на 2 года. В этом году она у нас как бы начата, да, и мы рассчитываем получить научно-исследовательские заключения, экспертную оценку, то есть соответствующего ведомства уже на следующий год. Еще одна из задач, которая стоит перед экоцентром – экологическое просвещение населения. Ежегодно структура проводит множество мероприятий разного масштаба. Так, ранее «Алроса» провела конкурс детских сказок на экологическую тему «Колодец сказок». А уже в этом году по мотивам издания будет выпущен мультфильм с одноименным названием. Сейчас в 2022 году по нескольким рассказам из этой книги, то есть рисуется мультипликационный фильм. И он точно так же будет выходить на 3 языках: на русском, бенкийском и якутском. То есть рисует его калининградская анимационная компания, а переводчики, консультанты, то есть у нас непосредственно, то есть специалисты с Якутска. Работа по социально-экологическим проектам будет продолжена и в следующем году. Однако здесь мы хотим сохранить интригу, признается Полина Анисимова. Поэтому пока от анонсов мероприятий руководитель экоцентра воздержалась, но добавила: «Алроса» всегда открыта для сотрудничества и интересных предложений. Сарглана Неустроева, Семен Семенов, Якутск. А представители научно-практического центра «Фтизиатрия» посетили Алданский район. В настоящее время в Якутии идет создание единой системы цифровизации здравоохранения. Внедрение в практику одного из блоков этой работы стало главной целью рабочего визита республиканских специалистов в Алдан. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Сделаем вдох. Акцент по-прежнему должен ставиться на раннее выявление туберкулеза. Флюорографическим обследованием необходимо охватывать все категории граждан. Это подчеркнули представители научно-практического центра «Фтизиатрия» города Якутска, работавшие в Алданском районе в течение 2 дней. Республиканские специалисты ознакомились с текущей деятельностью противотуберкулезной службы района, отметив работу специалистов и оценив материально-техническое оснащение. Противотуберкулезный диспансер Алданского района, он достаточно хорошо вооружен. Имеется в рамках диспансера совместно с центральными районной больницей бактериологическая лаборатория, где проводятся экспресс-анализы. Между Алданской противотуберкулезной службой и НПЦ «Фтизиатрия» налажена постоянная взаимосвязь. Республиканские специалисты консультируют пациентов и оказывают методическую помощь районным врачам. Кроме того, сообща решаются вопросы, касающиеся как оказания помощи, так и организации работы. Между тем, в этот раз генеральной целью визита кураторов стала координация процесса цифровой трансформации. В настоящее время в республике идет создание единой системы цифровизации здравоохранения. В Алданском районе буквально с этого понедельника, то есть 15 августа, началось внедрение этого блока работы. Получение больничного листа и сертификата о вакцинации, запись на прием к врачу, выдача электронных рецептов, режим онлайн у современников становится все более востребованным. Автоматизация входит во все сферы жизни. Благодаря современным технологиям облегчается решение массы задач. Информация передается в полном объеме. Кроме того, пациент экономит огромное количество времени. Примером может являться то, что если больной пациент в какое-то время показывался либо в городе Якутске, в какой-то поликлинике, какому-то специалисту, затем он пришел в поликлинику Алданской ЦРБ, то врач, который находится участковый, пускай это будет терапевт или фтизиатр, они должны уже видеть, какие исследования были, какие были сделаны заключения. В ходе визита представители НПЦ «Фтизиатрия» посетили медицинские учреждения Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха. Заместитель директора центра Александр Кравченко высоко оценил уровень профилактической работы алданских специалистов с лицами из групп риска по медицинским и социальным показаниям. Также кураторы отметили усиление взаимодействия фтизиатров с врачами общелечебной сети. Татьяна Вахнина, Алдан.
Более 10 тысяч саженцев деревьев посадят в республике в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология». Акция стартует 19 августа, к ней могут присоединиться и жители республики. Кроме того, уже 4-й год подряд в мероприятии примут участие волонтеры из Якутска. Саженцы сосны с закрытой корневой системой привезут из тепличного комплекса хабаровской компании «Растим лес». Часть направят на восстановление леса после пожаров. Минэкологии Якутии напоминает об основных правилах грибника, а также о сроках сбора дикорастущих ягод. Так, ягоды в Якутии начали собирать с июля. В топе самых популярных ягод у якутян брусника. Морожка также пользуется успехом, правда, растет не везде. По сбору грибов ограничений нет, однако следует держать в уме правила грибника Роспотребнадзора. Грибы необходимо срезать ножом на земле у основания гриба или осторожно выкручивать его без нарушения лесной подстилки. Православные верующие сегодня отмечают праздник Преображения Господня. В народе его также называют Яблочным Спасом. В этот день во всех храмах по традиции освящают плоды нового в этом году урожая. В главном храме города Нерюнгри праздничную службу провел владыка якутский Ленский Роман. Яблочный Спас в церковном календаре совпадает с Преображением Господним. Этот православный праздник входит в 12 главных торжеств. Праздник Преображения – большой праздник, долгожданный летний праздник. С ним много связано бытовых традиций. Конечно, это глубокое переживание Святого Евангелия и ощущение вот этой божественной близости, которая через праздник и через богослужение передается каждому человеку. Самая известная традиция, связанная с этим праздником – освящение яблок. Люди посещают храм, чтобы исполнить обряд, который похож на освящение куличей на Пасху. В этот день православным христианам необходимо посвятить походу в церковь, а также обратиться к Богу и поблагодарить Его за богатый урожай. На Руси Яблочный Спас стал одним из наиболее широко отмечаемых дней года. Верующие устраивали большие праздники, отмечая не только религиозный праздник, но и встречу осени. Для нас такое торжество, владыка служит. Это вообще милость Божия, такой праздник. Верующих всех, православных всех жителей города с праздником Преображения Господня. И дай Бог, чтобы мы тоже немножко и преобразились, стали лучше, добрее и милостивее друг другу. Поздравляю всех верующих с праздником, Преображением Господним и также Спасом. Желаю всем здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Существуют приметы и поверья на этот день, которые позволяют узнать погоду на ближайшие сезоны и будущий урожай, а также привлечь счастье и отнести неудачи. Многие из них связаны с яблоками, основным атрибутом праздника. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сегодня на Комсомольской площади в Якутске состоялось открытие купольного презентационного центра столетия образования якутской автономии. Здесь представлены книги, изданные к юбилейному мероприятию. Также организована выставка сувенирной и наградной продукции. Кроме этого, посетители центра могут увидеть филателистическую стендовую выставку, посвященную Якутии. Помимо выставки прошел и мастер-класс, а также состоялась презентация проекта «Медиашкола Аяр» и познавательная викторина по столетию образования республики. Очень много мы по телевизору смотрим с вами новостей, ну и в любых источниках, о том, что каждому 100-му ребенку или ребенку, который родился 27 апреля, вручена погремушка. Вот эту погремушку люди могут вживую увидеть в нашем презентационном центре. Также, кроме этого, сувенирная продукция, вот, например, хомус тоже. Эта продукция не находится в продаже. Это именно та продукция, которая дарится и награждается по особым знаменательным датам. У стен Кремля в парке Зарядье дали старт одному из крупнейших событий лета. В День географа начал свою работу 5-й фестиваль Русского географического общества. За 11 дней гости смогут изучить страну от Калининграда до Камчатки, увидеть удивительных морских млекопитающих Арктики, узнать об истории географических открытий, познакомиться с многообразием культур и традиций народов России. Якутия на выставке также представила свой павильон. Чем будут удивлять наши земляки, узнаем у Максима Кардозу.
Фестиваль Русского географического общества – это уникальная площадка, где можно познакомиться с разными регионами России, увидеть их самобытность, оценить туристический потенциал. Якутия второй раз участвует в форуме и не стесняется выделяться. В этом году якутский павильон находится не просто в центре экспозиции фестиваля, он в центре Москвы, в центре страны. Посмотрите, это стены Кремля, буквально через дорогу храм Василия Блаженного. И это прекрасная возможность прийти сюда и сделать историческое фото нашей прекрасной белоснежной якутской Урасы на фоне Спасской башни. В павильоне представлена выставка, посвященная быту и культуре народа Саха. Но центральное место занимает экспозиция о якутской лошади, ее сакральном смысле, роли в жизни обычных скотоводов. Мы сегодня посвятили нашу экспозицию, конечно, еще и завершению буквально, действительно исторического конного перехода, самого длинного в истории России. Конного перехода в 11 тысяч километров, который совершили наши земляки, молодые наши коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев. Мичил не смог дойти до самой Москвы, но до Новосибирска они шли вместе. Это сложнейший, очень рискованный переход был. Вы знаете, я думаю, что это самый красивый павильон на этом фестивале. Я зашла внутрь, очень красивые национальные костюмы. Он очень отличается, очень колоритный. Я считаю, что он привлекает внимание, и хочется узнать, что там внутри, и посмотреть, что предлагает Якутия туристам. Фестиваль продлится 11 дней. Все это время в якутском павильоне можно будет получить мастер-класс игры на хомусе, познакомиться с традиционными настольными северными играми, послушать лекции от наших ученых. А на воскресенье запланирована грандиозная презентация республики в рамках фестиваля. Гостей и жителей столицы ждет большой концерт якутских и российских исполнителей, а также осохой у кремлевских стен. Максим Кардозов, Виктор Олесов, Москва. Динозавры возвращаются. Говорят, что память о хорошем человеке живет в добрых поступках его друзей и знакомых. В Якутске о народном скульпторе Александре Файзеле, создавшем у себя во дворе парк доисторических животных, наслышаны многие. В 2017 году он создал необычный парк доисторических животных, где были выставлены фигуры динозавров в натуральную величину. В этом году в пожаре парк сгорел. Огонь тогда, к сожалению, унес жизни самого скульптора. На днях инициативные люди решили возродить дело Александра. Для Александра Файзеля создание парка было делом его жизни. Он увлекался лепкой фигур животных с самого детства. Потом это переросло в то, что приносило радость множеству детей и взрослых, посещавших его мини-парк. Но 5 марта произошел пожар, который унес жизнь народного скульптора. В тот день сгорело и большинство скульптур. Уцелело только 8. Мы, конечно, были очень обеспокоены, что эти фигуры просто остаются под открытым небом. И слава богу, сегодня хорошее событие. Ирдель-парк, они оказались неравнодушными к этой теме и к этой идее. И они решили, что эти доисторические животные должны стоять у них в Ирдель-парке, чтобы дети, молодежь смотрели, радовались. В парке была большая экспозиция динозавров, мамонта, шерстистого носорога, пещерного льва и других животных. Александр создавал их каркас из дерева или железа, а затем покрывал смесью из пены, бетона, мешковины или мастики. Словом, в эту нелегкую работу художник вложил всю свою душу. Решили участвовать в этом проекте по увековечиванию имени Александра Файзеля. И чтобы его работы, его талант не прошел, чтобы его, эти динозавры, созданные его рукой, смотрели люди, посещали и решили поставить на территории парка активного отдыха Ирдель. Скульптуры оставались без присмотра с марта, поэтому их планируют сначала отреставрировать. Мы приглашаем всех желающих, специалистов, скульпторов, субъектов, которые желают поучаствовать в реставрации этих фигур. Это акция спасения того, что осталось от мини-парка. Я надеюсь, что Ирдель-парк поддержат и другие люди. Организаторы научно-популярного киномарафона «Мой личный дракон», в котором Александр активно участвовал, снимают документальный фильм о народном скульпторе. Его премьера состоится в сентябре. В нем будут показаны эксклюзивные кадры создания фигур и история каждой. Также организаторы проекта планируют провести конкурс. Мы предлагаем нашим детям
ну и молодежи принять участие в этом конкурсе и сделать скульптуру доисторического животного. Это может быть динозавр, это может быть мамонт, это может быть птица какая-то древняя, да, то есть они могут принять участие в этом конкурсе, и работы победителей будут выставлены в Ирдел-парке. И появятся юные, молодые скульпторы, которые будут лепить доисторических животных. Возможно, у нас будет целый парк юрского периода. Желающих принять участие в реставрации скульптур организаторы просят обратиться по указанному номеру телефона или адресу электронной почты. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.